Выборы в республике завершились. Напомним, накануне по всей стране прошел единый день голосования. Было организовано более 6 тысяч выборов разного уровня в 84 субъектах нашей страны. В том числе в Дальневосточном федеральном округе главу региона выбирали в 2 субъектах, включая нашу республику. На данный момент стали известны предварительные итоги голосования по выборам главы Якутии. С большим отрывом победу одержал кандидат от «Единой России» Егор Борисов. Самое большое количество проголосовавших за него избирателей зафиксировано в Чурапчинском улусе, практически 100% населения. Что неудивительно, так как Егор Борисов является выходцем с этого улуса. Вместе с тем в Центр избиркоме республики отмечают, что из года в год активное участие в голосовании принимают сельские жители, а самые низкие показатели явки зафиксированы в городах Нерюнгри и Ленск. Обработаны все протокола участковых избирательных комиссий. В республике было образовано 804 избирательных участка, и все протокола поступили. И поэтому можем сказать о том, что в выборах приняли участие 52,76% избирателей. И из них Борисов Егор Афанасьевич набрал 58,79%. Березкин Энис Борисович 29,49%, Губарев Виктор Николаевич 5,31%, Максимов Владимир Юрьевич 1,34% и Парахин Гаврил Павлович 3,19%. Таким образом, можно сказать о том, что Борисов Егор Афанасьевич, работающий временно исполняющий обязанности главы республики, убедительно победил. И наши избиратели проголосовали за стабильное развитие республики. Вот в процентном отношении, если говорить так, у нас Илтумен в прошлом году, 8 сентября 2013 года, было 45,5%. Сейчас, как я уже сказал, 52,76%. То есть люди активно приняли участие. Как обычно, явка избирателей в сельских, северных улусах лучше всего. У них и численность избирателей поменьше, да и правосознание жителей больше, наверное. Поэтому они всегда активно принимают участие.